26 апрелдә Бүтін Дүния Татар Конгрессы башкарма комитетында Кырым татарлары мәҗлесе әгъзалары белән очрашу булды. Бу вакыйга Татарстанда рәсми үткәрелә торган туган тел көне һәм Габдулла Тукайның туган көнендә оештырылучы шигырь бәйрәменә тәңгәл килде. Күптәннән көтелгән тансык очрашу бу. Бер гасыр элек Исмагыйль Гаспаралылар заманыннан бирле Казан һәм Кырым татарларының рәсми һәм күмәк очрашулары булмады диярлек. Совет чорында партия җитәкчеләре очрашып торса да, Казан һәм Кырым арасы ерак булып калды. Милли зиялылар күбрәк сөргеннәрдә, төрмәләрдә генә күрешә алды. Кырым татарлары Урта Азиягә сөрелгәч, уртак милли чаралар үткәрелү бөтенләй мөмкин булмады. Соңгы вакытта Кырым Россиягә кайткач, Кырым татарларының юлбашчылары белән Татарстан президенты һәм Татар конгрессы җитәкчеләре очраша башладылар. Ниһаять, Кырым һәм Казан татарлары җәмәгатьчелегенең күзгә-күз очрашу вакыты килеп җитте. Кырымның Россиягә керүе гади гамәл түгел. Бу шартларда җәмәгатьчелекнең аралашуы бик мөһим. Россия шартларында яшәү һәм эшләү тәҗрибәсе булган Бүтән дөнья татар конгрессы һәм Кырым татар халкы мәҗлесенең аралашу ихтыяҗы зур. Бу оешмалар тарихында яңа битләр ачыла. Телләр, мәдәниятләр, холыклар бераз аерылса да, тарихи тамырлар уртак. Милләтне һәм туган телне саклау юллары да берләштерә бу оешмаларны. Кырым татарлары мәҗлесенең делегациясе Казанга оешма рәисе Рифат Чубаровтан башка Кырымда шактый катлаулы вазгыять килеп туган көннәрдә сәфәргә чыкты. Шулайда мәҗлесенең агымдагы эшләрен алып баручылар белән сөйләшү Татар конгрессы вәкилләре өчен бик кызык булды. Кунаклар да Казан хәлләренә битараф булмады. Яшәү әмәлләре, эш ысуллары ике якны да кызыксындырды. Бу ачыктан-ачык сөйләшүдә тормышны бизәү яки каралту бөтенләй булмады. Милли эшләрне алып баручылар кыйнлыкларны да, өметле юлларны да яшерми. Татар конгрессы һәм мәҗлес арасында рәсми килешү төзүнең кичектерелүен дә искә алмадылар. Чөнки милли җәмәгатьчелекнең бергә эшләүе өчен күңелләрнең береккән булуы җитә. Иҗтимагый уртаклашу, мәгариф, мәдәният эшләрен алып бару башка яклардан каршылыкка гына очрамасын. В постоянном режиме принимаем наших сородичей со всего света. Здесь только каждый день, каждую неделю что-то происходит, кто-то приезжает, кто-то уезжает, кто-то увозит книги, кто-то встречается с активом. Поэтому мы сегодня рады встретить здесь наших дорогих гостей и представителей крымско-татарского народа, представителей Меджлиса крымско-татарского народа. Конгресс татар работает сообща с широким кругом интеллигенции. Интеллигенция у нас в работе Конгресса участвует очень широко. И писатели, и композиторы, и журналисты. Очень тесно мы общаемся, и на всех мероприятиях, на всех акциях участвует очень большой круг интеллигенции. А поддержка властей, об этом я уж даже не говорю. Мы поддерживаемся во всем, любым уровне власти, как законодательной, так и исполнительной, на уровне министерств, на уровне ведомств, на уровне глав муниципальных образований, везде широкая зеленая дорога. Сегодня ситуация изменилась. Наш народ буквально по воле одного человека оказался в другой стране. И, наверное, нам придется чаще контактировать с вами для того, чтобы использовать ваш опыт работы, нахождения в Российской Федерации. Спасибо за то, что вы приезжаете и нам помогаете, скажем так, изучить, понять ту форму работы вашей здесь. Но я хотел бы сакцентировать на том, что наша ситуация достаточно сложная, потому что мы до сих пор не восстановили свою
государственность на своей территории. И мы бы хотели, чтобы вы нас услышали. Все, что вы говорите, мы бы это реализовывали бы после определения нашего статуса. И нам бы тоже, наверное, было бы lehçe. İnşallah bugünler gelir. Bizim hareketlerimiz devam edecek ve biz kurultayımızda algan kararların yerine getirmeye hareketlerimizin bakacağız. Sağ olunuz. Esas mahsus kvotalar olmasa olgan gibi. Bizde de şunday bir fikir var 90'lı yıllarda, 80'li yıllar azagında. Biz poziga bastık, biz bir narsani de kabul etmeymiz, söyleşmeymiz deb. Biz özümüzün taleplerimizni koyabız, özünüz telese narsa işlegiz deb tege hakka. Emma lekin söyleşmişi bir qachon da kelishib bo'lmaydi. Muhabbatni de anlatıp bo'lmaydi, nefretni de anlatıp bo'lmaydi. Baribir söyleşirga kerak. Biz birinchilar bo'ldik, mana Rinat Zindorovich, men tag'in biz 5 deputat barlig'i sizga kelib chiqdik. 27 fevralda biz ertan soat 8 da parlamentni yig'ib qaror qabul etdik. Qrim tatarlarini yoqlab hem Kırım'da mana bu problemlarni tinch yo'ldan hal etish o'rinda biz sizning ichki ishlaringizga taqsimlovni prinsip etib qo'ydik. Biz sizde de bizde de shunday g'urub g'odat bor. Biz chaqirib qo'noqqa g'ina yuramiz. Agarda chaqirgan bo'lsangiz biz qo'noqqa kelgan bo'lar edik. Kishi og'ir holga qolganda, tug'anlar og'ir holda qolganda, avulda bo'lsa kishining yurti yona ekan, biz chaqirganni kutib turmaymiz. Biz shilak tutamiz, kurak tutamiz, suv olamiz, yuguramiz yordam etirga. Mana biz sizga yordam etirga keldik. Bizdan nindi yordam kerak, biz qo'ldan kelganning barisida ishlarga hozir deymiz. У вас есть серьезная поддержка государства. Мы действительно заявили о том, что мы хотим тоже создать свою государственность. В каком виде это вопрос как бы дискуссии, но есть очень важный момент. Вот вчера на встрече с президентом Татарстана Рустамом Нургалиевичем, даже видя, кто находится в правительстве и так далее, мы видим, что там очень серьезно представлен коренной народ этой земли. И, соответственно, это те люди, которые понимают проблемы, боли, чаяния своего народа. Вот мы хотим того, чтобы во власти Крыма, в парламенте, в исполнительных структурах также были представлены представители нашего народа, как коренного народа, которые лучше понимают многие моменты. Вот, к сожалению, в этом вопросе мы пока не можем найти согласия, и действительно нам очень сложно. И вот вы говорили, вам понадобилось 4 года, да, по-моему, чтобы прийти к неким компромиссам. Нас, к сожалению, такого времени, я так понимаю, нет. Если посмотреть, как проживают крымские татары, хочу сказать такую фразу, что те блага цивилизации заканчиваются там, где начинаются места компактного проживания. Возьму один из микрорайонов в городе Симферополе. Стоит школа, Крымско-татарская национальная школа, вернее стены. Она уже строится более 15 лет. На эту школу смотрят уже как памятник. Вот таких проблем очень много существует. Нет детских садов, национальных детских садов. Нету школ. О чем Ахтемагат сказал, 15 это ничтожно мало. Нету даже в классах часов крымско-татарских. Отрадно другое, что это мое, как депутата городского совета, мое наблюдение, 85-90% семей дают высшее образование своим детям. То есть во главе угла поставили образование. Это отрадно. Несмотря ни на что, для нас очень важна наша государственность, крымско-татарская территориальная автономия. Для чего мы и созвали второй Курултай в 1991 году. Это наш национальный парламент, где и создали представительный орган Меджлис, который защищает и представляет в органах исполнительной власти крымских татар. Очень приятно, что наши коллеги, наши соотечественники, несмотря на все эти вышеперечисленные трудности, все-таки пытаются защищать свой народ, идут в советы. Сегодня 1000 депутатов районных, поселковых, городских, Верховного Совета
от крымско-татарского народа. Это тоже отрадно. Я в свою очередь хочу сказать, вот сейчас вопрос поднялся о языке, о религии. Нас очень связывает, тесно связывает наша религия. Депортация Крыма, это которое было в 1944 году, когда депортировали крымско-татарский народ, народ за 15 минут не успевал брать с собой ни еду, ни пищу в дорогу. Загоняли в вагоны. Народ тогда в первую очередь брал Коран, чтобы сохранить религию. Вот народ наш, когда депортировали кого в Урал, кого в Узбекистан, кого в Киргизстан, благодаря тому, что преклонялось исламу, Корану, они выжили, они выстояли, они вернулись. Но, увы, сейчас так получилось в Крыму. 56% русского населения, 24% украинцев и 12% крымско-татарского населения. Вот сейчас мы оказались в составе другого государства, уже вы оказались, мы здесь живем раньше вас, и знаем это государство гораздо лучше вас, потому что за 200 лет до вас мы еще тут приспосабливались. Я думаю, что нам необходимо обдумывать и вот такие вопросы, что взаимное сотрудничество может базироваться и на общих идеологических вещах, в том числе, может быть, нам еще раз вернуться к проблеме о том, что из себя представляет татарская общность как таковая. Потому что мы знаем, что есть сибирские, астраханские татары, крымские, казанские там и так далее. Хотя мы все вышли из Золотой Орды. И я даже могу сказать, что вы больше золотоордынцы, чем мы, потому что у нас есть существенно булгарский компонент, а вы чисто золотоордынцы фактически, как бы сказать, коренной народ Золотой Орды. И поэтому в этом плане вот формирование самой национальной общности заслуживает внимания, мне кажется. Как вот нам идеологически будем преподносить все эти вещи. Это же должно быть написано и в учебниках, и наши дети должны знать, как наши предшествующие поколения идеологов конструировали нацию. Это вопрос о государственности, я это абсолютно хорошо понимаю. Но этот вопрос нельзя решить, на мой взгляд, за один шаг. Потому что ситуация в Крыму сложная. И, естественно, вот в процессе присоединения молниеносного Крыма там к власти пришли радикальные круги, с которым вам трудно будет найти общий язык. Поэтому надо общаться на широком российском пространстве тоже. И здесь наша помощь, наша поддержка вам будет очень важна, потому что мы имеем более обширный опыт выстраивания отношений. И у нас контакты очень широкие. Вот просто, может быть, вам это незаметно, фактически во всех регионах России татары имеют важные позиции. Там много бизнесменов, которые связаны с местными политиками. У них есть своя поддержка. И через Татарстан вы можете найти контакт со всей Россией, в принципе. Но для этого необходимо нам теснее общаться. Справедливо среди приоритетов отметили наряду со статусом, конечно, вопросы, связанные с сохранением и дальнейшим развитием языка, культуры, образования и науки. Я хотел бы попросить вас и довести до вашего сведения, чтобы как можно скорее мы с вами наладили соответствующие контакты. Сегодня Казанский федеральный университет и, в частности, наш институт филологии и межкультурной коммуникации имеет все ресурсы, всю необходимую базу для вот этого сотрудничества. Мы готовы к такой работе и с удовольствием хотели бы с вами работать. И еще одна информация я руководителям делегации передам. Благодаря поддержке нашего президента Рустама Гагаревича Минниханова мы в конце 2013 года выпустили первый номер нашего международного научного журнала «Татарика». Здесь отражается язык, материалы по языку, литературе, истории, культуре татарского народа, не только казанских татар, но и всех татар. Поэтому хотелось бы, чтобы вузовские работники, научные сотрудники крымско-татарского народа также сотрудничали с нами еще и вот в этом направлении. Бу очрашуда Кырымнан зур гына журналистлар теркәмә килгән иде.
Атаклы АТР каналы һәм башка журналистлар әлеге сөйләшүне яктыртты. Без орадагы иң яшь коллегабыз София Әбләева белән таныштык. Ул кырым татарча сөйләсә дә, казанлылар аны аңлады. Biz Kırım'dan geldik, Tünev'den geldik, Simferopol'den, Ahmetçik'ten geldik. Men ATR telekanalının korrespondentim. Men zamanda çalışam. Zaman bu haberler hakkında bir informasyon merkez. Biz büyük bir delegasyasından bir 30 insan Kazan'a geldik. Manda endi bir kaç gün gezeceğimiz, ziyaretlerde bulunacağımız. Çoğusumuz Kazan'da birinci kere. Al-hazırda ziyaretimizni pek beğenemiz. Bizge de Kırım'a geliniz, sizni de görmege memnun olacağımız. İnşallah, хәзерге четерекле zamanlar үтәр, milletning әйдәп баручылары монда очрашуларны рәсмиләштереп, даими алып барыр.